Эта встреча, последний круглый стол из серии круглых столов, которые мы провели в этом году. В рамках наших круглых столов, так же, как и в рамках этого круглого, в частности, мы представляем наши исследования, которые мы проводим по различным аспектам функционирования гагаузской автономии. Сегодня мы представляем исследования, направленные на изучение механизмов взаимодействия исполнительных органов власти, Центра и автономии, то есть Исполнительного комитета и правительства Республики Молдова, как эти механизмы работают и каковы законодательные рамки для этого. Это, по сути, такое сравнительное исследование. Мы сравниваем, анализируем опыт Республики Молдова и сравниваем его с опытом Южного Тироля и Италии. Показываем, в чем плюсы и в чем минусы, в том числе показываем, в чем плюсы нашего механизма, нашего подхода, и предлагаем сделать его более эффективным, для того, чтобы у Гагаузии было больше возможностей продвигать свои интересы на национальном уровне и поднимать вопросы, связанные с функционированием статуса гагаузской автономии. Следует отметить, что это проект миссии ОБСЕ, да, мы в рамках этого проекта выступаем в качестве партнера по реализации. Приглашаемые, как правило, представители органов власти Центра и автономии, представители международных структур, все те заинтересованные стороны, которые вовлечены на сегодняшний день в процесс, переговорный процесс по продвижению статуса гагаузской автономии. Надеемся на серьезные рекомендации со стороны участников круглого стола, и по результатам их мы, безусловно, отправим эти рекомендации органам власти в Кишиневе и автономии, для того, чтобы они думали и усовершенствовали свои стратегии по Центру по отношению к Гагаузии и Гагаузии по отношению к Центру в вопросах продвижения своих интересов. Когда мы в начале этого года начинали планировать круглые столы, мы, конечно, не знали, как хорошо это совпадает, потому что совсем недавно группа с другого проекта CMI, была именно в Южной Тироле. Так что я надеюсь, что эта поездка даст дополнительные или дала дополнительные результаты, о которых мы сегодня тоже будем говорить. Речь идет как бы о национальной политике и о региональной политике. В частности, механизмы участия, которые были озвучены в исследовании, это участие в коллегиях, которое было больше всего изучено в рамках исследования. И как подтвердил, в принципе, Виталий, оно позволяет больше участвовать в Гагаузии в национальной политике. Каким образом? То есть, как минимум, присутствуя в рамках коллегии, хотя бы зная и физически слыша, о чем там говорят, и возможность там сказать или дополнить, там, не знаю, к своим участиям или внести свой вклад, да, в ту или иную национальную там, политику или стратегию. Которая, конечно, и опять же Виталий здесь подтвердил несколько фактов конкретных, которые были осуществлены, через участие в национальных каких-то политиках повлиять в том числе и на Гагаузию, но не специально для Гагаузии, а в целом как бы повлиять на все регионы Молдовы, и включая Гагаузию. Этот механизм, конечно, он очень важный, и Гагаузия должна его использовать насколько это возможно, по максимуму, потому что, будем так говорить, у других районов или регионов Молдовы такой возможности нет. Но мы говорим немножко и о другом понятии, как региональная политика. И вот здесь совсем другая проблема. То есть вот участие в этих коллегиях, оно, к сожалению, не позволяет, это мое мнение, и в принципе и вот исследование подтвердило, и Михаил вот только что сказал, именно повлиять на региональную политику через участие в этих коллегиях очень сложно. Потому что навязать свою повестку дня действительно в этих коллегиях очень сложно. Прийти со своим, так скажем, пирогом туда или со своим самоваром, сказать, вот мы в Гагаузии хотим именно так. В коллегии вряд ли будут слушать или, ну не знаю, будут ставить это во главу вопроса. То есть мы будем именно это и обсуждать. То есть то, чем вот этот опыт, который я тоже сейчас начал изучать, опыт Южного Тироля в рамках этих комиссий, он как раз и позволяет поставить во главу, так скажем, стола именно проблему автономии и обсуждать ее с национальными властями. У нас на уровне законодательной власти нет институционального присутствия в парламенте, да? То есть мы подаем законодательные инициативы и потом вакуум какой-то. Башкан Гагаузии или руководитель исполнительной власти в этом случае имеет большое преимущество, потому что он представлен в исполнительной власти, представлен в правительстве. И в принципе этот инструмент надо шире использовать. И правильно было сказано, если Гагаузия будет выходить в программы регионального развития,
изучения государственного языка, поддержки гагаузского языка, просто социально-экономического развития автономии на какой-то среднесрочный период, для того, чтобы это войти в план, национальный план развития, там сложнее будет правительству отказать, потому что Башкан априори является членом правительства. У Народного собрания таких преимуществ пока еще нету. Мы не должны перекладывать все обязанности на Башкана. Вот Башкан там в правительстве, там, мы его должны, Башкана, подпитывать информацией. Какие у нас планируются вещи в области дорожного строительства, в области там, экологической безопасности, энергоэффективности, прочее, подпитывая информацией и не имея возможности решать это на уровне министерств и ведомств, продвигать это на уровне правительства. У нас на самом деле есть очень серьезные рычаги и механизмы. Другое дело, что все эти 20-25 последних лет шел процесс становления в целом страны. И он шел непросто. В этот же период совпало становление Гагаузии. И вот, к сожалению, в этом смысле у нас нет традиций, у нас нет еще практики, опыта, ну, наконец, даже каких-то еще налаженных отношений. Но в конечном итоге, говорю, у нас есть неплохая законодательная база, которая, на мой взгляд, позволяет Гагаузии во многом реализовывать те полномочия, которые сегодня предоставлены.